Уважаемые жители Республики Коми, добрый день. Продолжаю информировать вас о ситуации в республике. Несколько цифр. Сегодня в республике лабораторно подтверждено 1693 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Прирост у нас сегодня за сутки очень большой, он составил 67 человек. Ну вот я вам говорил, у нас Воркута-Юсинск продолжает давать такой прирост. Сегодня это 50 человек в этих 67. Под медицинским наблюдением находится 1552 человека, выздоровело 939 человек и за минувшие сутки 28. Сегодня я принял участие в заключительном заседании, это сессия Государственного совета республики, 6-й созыв. И на заседании было, несмотря на то, что это заключительная сессия, было принято очень много важных законов. Отдельно хочу остановиться на законе, направленном на поддержку медицинских работников. Суть его в том, что сейчас льготные категории, имеющие право на бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, включены медицинские работники, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий. И сегодня очень важное было обсуждение, и по нему принято тоже очень важное такое решение, это разработать и принять на республиканском уровне нормативные правовые акты, запрещающие продажу несовершеннолетним бестабачной никотинсодержащей продукции, ну или в народе называют снюсы. И несмотря вот на то, что я сказал, что депутаты уже заканчивают свою работу, договорились, что все-таки подготовят всю нормативную правовую базу для того, чтобы новый созыв 7-й депутатов сразу приняли, как только они будут избраны и начнут свою работу. Несколько слов о поддержке сельского хозяйства. В этом году из бюджета республики выделено 25 миллионов рублей на господдержку, возмещение затрат на техническое и технологическое перевооружение сельхозпредприятий. Вот большая часть этих денег направлена на субсидирование 60 единиц техники, которые вот будут, это новая современная техника, она будет использоваться в животноводстве и в кормопроизводстве. Кроме того, в рамках регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» 12 миллионов рублей будут направлены на возмещение затрат на техническое и технологическое перевооружение производства по заготовке и переработке дикоросов. Еще одна интересная и важная новость. Сегодня провел прием по личным вопросам полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Владимирович Гуцан. И на приеме у него была жительница деревни Горьковская, это Сысольского района, Валентина Прокопьевна Чередова. В чем был вопрос и почему вот Валентина Прокопьевна записалась на прием полпреду? Суть в том, что в деревне Горьковская начался возводиться социокультурный центр. Ну и селяне почему-то решили, что темпы низкие, и, в общем, пошел слух, что денег на этот объект не хватит. Вот, и, в общем, жители заволновались. Полпред дал в рамках подготовки к приему задания, мы провели работу, посмотрели. Могу вам четко сказать, не волнуйтесь, уважаемые жители деревни Горьковская, все в порядке, планы у нас очень хорошие, темпы строительства абсолютно в соответствии с графиком, подрядчик надежный, деньги на месте. И поэтому я сегодня доложил и Валентине Прокопьевне, и полномочному представителю о том, что до 31 декабря этого года, 2020, социокультурный центр в деревне Горьковская мы закончим строительство и введем в эксплуатацию. Это очень важно. Сегодня в республике отмечается День Коми-печати. Ну, вот больше века тому назад в свет вышел первый номер газеты «Зырянская жизнь». И, конечно же, это важнейшее событие, которое послужило развитию печатной журналистики в Коми-крае. И вот, несмотря на то, что мы сейчас живем в эпоху интернета и высоких технологий, тем не менее газета и журнал остаются очень востребованным, особенно на селе.
И вот я хочу сказать, что, конечно, поздравляя сегодня всех сотрудников именно печатных СМИ, я искренне благодарю, во-первых, их за их труд, преданность профессии. И хочу еще раз подчеркнуть, что это очень востребовано. Востребовано в деревнях, в селах, где, в общем, пока еще трудно со связью, трудно с интернетом, да и, в общем, люди пожилого возраста все-таки больше доверяют районке. Вот. Ну и, конечно, как только мы говорим о газете, мы понимаем, что должен быть почтальон. И действительно, именно сегодня высокое звание, гордость России, ежегодно такое звание среди простых людей, среди простых профессий, оно рассматривается и вот присуждается такое высокое звание. Сегодня оно присуждено Елене Газизовой из Усть-Цилимского района республики. И действительно, Елена простой почтальон. Но, вы знаете, когда я почитал о ее труде, то, в общем, так посчитал, что это, конечно, труд героический. Не случайно она стала гордостью России. Представьте себе, там, и летом, и зимой, и осенью, и в распутицу весеннюю. Елена на лодке, на всякой технике, которая там подвернется и которая может пройти вообще по бездорожью, где-то на лошади, а где-то пешком. И каждый день вот ее работа — это более 34 километров для того, чтобы вот разнести жителям района, разнести те же газеты, те же журналы, пенсии. Конечно, ее очень ждут, и труд ее очень востребован. Поэтому хочу пожелать Елене здоровья, чтобы выполнять эту тяжелую, но очень важную работу, и удачи вот в ее нелегком труде. На сегодняшний день это все новости. Будьте здоровы. Всего самого доброго. До завтра.